Выяснилось также, что при недостатке кремния стенки кровеносных сосудов теряют свою эластичность и лопаются. Вот вы видите сейчас этот момент. Больше того, удалось установить, что недостаток в организме кремния ведет к развитию диабета, рахита, анемии и дерматитов. Рак и даже процессы старения, как полагают, тоже находятся в прямой зависимости от содержания в организме кремния. Все это убеждало в том, что кремний не инертный, как считалось ранее, а биологически активный элемент, который играет огромную роль во всех процессах жизнедеятельности. Вот тут-то за дело взялись химики. Ученые Латвийского института органического синтеза начали трудный поиск. Напряженный поиск латвийских ученых дал интересные результаты. Впервые в мире были получены необычные вещества, биологически активные кремнеорганические соединения. И сразу же начались неожиданности. Эти болезнетворные простейшие, например, спокойно живут в растворе антибиотика, который еще месяц назад был смертельным для их вида. Всего месяц, и новейший дорогостоящий препарат уже неэффективен. В колбе тот же антибиотик, только в нем один атом углерода заменен на атом кремния. Проходит всего несколько секунд, и смерть. Обычно мыши могут продержаться на воде не больше часа. Эти плавают уже 6 часов, а всего лишь крохотная инъекция нового препарата. В живом организме все подчинено строгой регуляции и определенному ритму. Но когда клетки начинают бесконтрольно размножаться, мы говорим «раковая болезнь». Теперь проследим за одним экспериментом. Рассказывает доктор медицинских наук Генрих Антонович Григоринович. Мышкам с метками привили только раковую опухоль. Мышам без меток сделали то же самое, но добавочно вводим одно из соединений кремния. Так выглядел наш мышиный городок через 10 дней. У мышей без меток, как видите, внешне нет даже следов заболевания. И вот как выглядят мыши, которым привили только опухоль. Она поразила все тело. Так что же, кремниевый препарат справился с болезнью? Да, справился. Вернее, организм справился. А помогло ему в этом соединение кремния. Оказалось, что кремний является необходимым компонентом соединительной ткани, а некоторые его